Рахмат, 5-ші процедурный. Рахмат, уважаемые коллеги, уважаемый Нурлан Асамбекович, мы должны что делать? Мы законодательный орган, для кого мы пишем законы? Законы мы пишем для наших граждан. Интересы граждан, они должны быть превыше всего. Понимаете, когда не соблюдаются все интересы, нужно к этому вопросу возвращаться и тщательно прорабатывать. Это все-таки кодекс. Он имеет статус выше закона. Какие проблемы, если мы вернемся и еще раз выслушаем мнение всех? Так не должно быть. Вот сейчас вот я получила обращение к президенту, кабинету министров и так далее. И нам, Джогурку Кенеш, они обращаются. Мы же должны прийти к определенному согласованию. В чем вообще проблема, я не вижу. Мы не должны лоббировать интересы кого-то, конкретно той или иной стороны. Мы должны принять так, чтобы закон работал для всех. И поэтому давайте вернем режим второго чтения. Здесь же ничего такого нет плохого. Чем тщательнее и скрупулезнее мы проработаем закон, а это земельный кодекс, тем, наверное, будет спокойнее. Зачем мы сейчас создаем негативную такую атмосферу в обществе? Народ, если недоволен, даже эти 15, эти 20, я не знаю, правда, кто определил это количество, но мнение только чиновников при вынесении какого-либо закона или разработки не должны учитываться. Сейчас есть официальное обращение, давайте мы их тоже рассмотрим. Давайте исходить из интересов все-таки нашего народа и интересов нашего государства, а не интересов определенной группы людей. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу поддержать наше обращение, и мы в рамках закона должны вернуть его в режим второго чтения, еще раз проработать, а потом вынести. Всего лишь именно проработать. Такие вопросы должны быть учтены. Спасибо большое. А что касается регламента, на самом деле, когда обращается группа депутатов, отдельное обращение должно быть рассмотрено с приглашением всех депутатов. И после этого уже выносится отдельное, значит, постановление по обращению, а не общим собранием. Просто так вот решается. Спасибо большое.